Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто из-за вас потерял покой? Кто постоянно думает, кто беспокоится, кто спать не может, да, все думает о вас и о вашей жизни. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Просто задайте вопрос: кто из-за меня потерял покой? И песочек вам ответит. Также, мои хорошие, спешу всех вас сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, давайте же посмотрим, кто потерял покой. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как интересно, как много людей. И интересно, кто вы, почему так много людей вышло. Ох, тут не только мужчины, тут еще и женщины повыходили. Ой-ой-ой. Чувствую, отсыпочка у нас не только про любовь и чувства, тут еще и про зависть будет, да? Завистницы ваши повыходили. Ну, давайте пойдем по порядку. Давайте начнем с мужчины из прошлого. Мужчина, который наблюдает за вашей жизнью и никак оторваться не может. Его наблюдения его в такую тоску зеленую вгоняют. Так подрывают ему здоровье. Мне даже кажется, что он на этой почве плачет по ночам, ну, либо выпивает крепко. Это кто-то из ваших бывших. Причем мужчина такой, знаете, вот думал, что он самый крутой, что вот он самого лучшего достоин, что сам по себе он подарок небес. Мужчина, который вот за какими-то вот мне идет благами погнался, либо за удобствами, либо за благами. У вас вместе что-то было, либо в браке вы были, либо вы встречались, хотели пожениться. Но он такой: нет, я достоин лучшего, да, либо вот там у другой девушки там квартира есть, дача есть, либо родители со связями, да, вот как-то переметнулся. Но опять же, вы все разные, у каждого будет по-своему. Он-то думал, что вы, ну вот какая-то слишком простая, да, что вы ничего не добьетесь, что вы ничего не сможете. Считал, что вы по нему всю жизнь, значит, будете убиваться и никогда вот не забудете его. И вот он за вами подсматривает и видит, какая вы стали, шикарная, уверенная в себе, цветущая, успешная. И он прям сидит себе, локти кусает. В прямом смысле слова. Так ему горько от того, что вы прям светитесь радостью и счастьем, что живете на полную. А у него ведь дела очень сильно ухудшились, прям очень. Вот то, зачем он погнался, он ведь ничего не получил. Он только лишь свободу потерял и теперь живет в каких-то жестких условиях, ну буквально как в тюрьме, да, либо под каблуком, как-то так он живет. Ой, как же он не рад тому, что с ним приключилось, и как же он разочарован тем, что вы такая успешная, а он такой никчемный, никому не нужный. И опять же, вот у кого-то еще отыграется, что это все давно было, и на вас время, ну, прям совсем не отыгралось. Вы выглядите прям моложе, чем тогда в далекие времена, шикарнее выглядите, а он уже как старик какой-то, весь обрюз, морщинистый, весь какой-то плешивый, это как волосы повыпадали, да.
скрюченный какой-то, тело какое-то у него такое прям фу-фу-фу. А вы наоборот, шикарная женщина, прям в рассвете сил, такая хорошенькая, такая ладная, статная, а глаза как у вас светятся. И вот он наблюдает где-то за вами. Может быть, где-то вот приезжает, вас видит, а может быть, шерстит ваши соцсети. Но вот горько, каждый раз как посмотрит, так ему горько, так у него сердце болит. Прямо аж под ложечкой сосет. Вот как так, да, прогадал, не ту женщину выбрал, а теперь ведь уже назад не вернешь. А теперь он уже все в цепях, в оковах сидит, как этот цепной пес, да. Вроде и дом у него есть, но это дом не его, он как цепной пес. На подхвате, вот так мне идет. А вы живете на полную, развиваетесь. Мне вот еще кажется, что у вас там прям на работе, либо у вас вот все есть, вы там себе приобрели жилье, либо автомобиль приобрели, там работа хорошая. У кого-то отыграется, что вы бизнес свой ведете. Ну вот успешная женщина, успешная цветущая женщина. А он все уже, как знаете, списанный мужик. Так мне идет. Да. Покоя ему нет, как сам себя мучает, вот как каждый раз за вами подглядывает, сам себя мучает. И жизнь свою он проиграл, думал, что он прям победитель по жизни, а оказалось, что он проигравший. Дальше, мои хорошие, вот здесь две женщины. Две женщины, но они как в настоящем времени, постоянно за вами наблюдают, постоянно вас обсуждают. Вы им как кость в горле. Слишком вы славная, слишком вы успешная, слишком вы красивая. Их затеняете. Затеняете во всех смыслах слова. У них такие мысли, что вот как будто бы вы у них что-то забрали. Вот то, что положено им, как будто бы вы себе забрали. Хотя на самом деле это неправда. Надо работать, как вы, надо действовать, как вы, думать, как вы, соображать, как вы. Надо активной быть, а не так, как они вот только языками умеют своими грязными чесать. Завистливые женщины, сотрудницы на работе, у кого-то даже родственницы могут отыграться. Постоянно они о вас говорят. Даже вот среди ночи могут созваниваться, чтобы про вас поговорить. Да, вот ты видела, она фотографию опубликовала, а вот ты слышала, да? И вот это вот постоянно идет канитель. Зависть здесь огромнейшая, такая черная, прям как это смола, понимаете? И своей жизнью эти женщины не живут, да, палец о палец не бьют для того, чтобы чего-то добиться. Но вот вас во всем винят, что вы вот такая нечестная, у них забрали, дорогу им перешли, что вы там себе все обретаете каким-то мифическим волшебным путем, магическим путем, что вы там продажная, что вы такая. Там уже, знаете, напридумывали таких гадостей. И сами же в это верят. Друг другу эти байки лживые травят. Завидуют очень сильно завидуют. Ой, им кажется, что вот как только вас не станет, то все хорошее вот к ним перейдет. Вот их будут любить, их будут уважать, они там успешные станут. На самом деле это не так, так это не работает. Надо ленивыми не быть, а нужно быть такими трудолюбивыми, как вы, неизгибаемыми, прочными, да, работать над собой, работать там на работе, добиваться. Это не просто про успешный успех, это про тяжелый труд, который люди не хотят замечать и не хотят видеть. Им легче предположить, что вам от кого-то это досталось, да, что за красивые глаза вам там дали, ну, либо за какие-то постельные услуги. И вот, если вы хотите знать, откуда сплетни идут, они идут именно от этих женщин. Вот все никак успокоиться не могут. Одна из них прям совсем уже черная ходит от зависти к вам. Эта женщина то ли с вами поссорилась, то ли как в конфликте вы с ней, да, может, там не общаетесь особо, волком на вас смотрит, волком. И вот всем она про вас рассказывает, какая вы не такая, очень сильно вам завидует. Кого-то еще отыграет, что очень сильно ревнует. Ревнует и людей к вам, и кого-то конкретного к вам ревнует. Ну, что есть, то есть. Да, завистники ваши повыходили. Но вот как в реальном времени они находятся, вот где-то буквально здесь и сейчас, да, вот сидят и о вас беседуют, да, диалог ведут, гадости придумывают. Лучше бы они свою энергию, да, в мирное русло, да. Чем-то полезным занимались, да, наверное, бы лучше было. Дальше. Из-за вас потерял покой
Ну вот мне идет, что мужчина, который либо видит вас своей женой, либо он уже ваш муж, да, и вы его жена. Ну, девчонки, вы все разные, да, цыпка общая. Может, встречаетесь, парень, да? Может быть, действительно, вы замужем, либо, ну, сожительствуете с мужчиной. Но он прям считает, что он ваш полноправный муж. Он так себя и презентует, что я муж. Муж ваш извелся от ревности. Ревность. И тут ревность ко всему, понимаете, не только вот кому-то конкретному ревнует, там, к мужчине. Он может ревновать вас к подружкам, он может ревновать вас к коллегам, он даже к родственникам может вас ревновать, ну, потому что вы с ними общаетесь, вы им время уделяете, а он, видите ли, бедненький, не в удел. И также мужчина ревнует очень сильно к вашим достижениям, к вашим успехам. Все время думает, ну как так, я же мужик, да, почему я не такой умный, почему у меня так вот не получается, там, ни в работе, ни в карьере, ни в бизнесе. Ревнивец страшный, но ревность он свою как-то глушит, подавляет, и она очень сильно влияет на его здоровье. Здоровье именно физическое, да, вот как невысказанное, как идет эмоциональное напряжение, да, психика напряжена, и это все выливается на здоровье у него. Вот. Здесь, конечно, нужно с ним общаться и нужно все проговаривать, да. Может быть, больше его там, брать с собой, там, чаще брать с собой, привлекать к каким-то делам. И также, возможно, девочки, вам следует ему хоть чем-то помогать в плане там, ну, какие-то советы ему добрые давать, да, может, подсказки какие-то давать. Но давать не так, что вот я подсказываю, говорю, как делать, а вот как наводить его на правильные мысли. А то он у вас прям совсем там чахнет, считает, что он неудачник, считает, что ему никогда за вами не угнаться. Вам покажется это смешным и глупым, на самом деле это влияет действительно на его здоровье. Вот как вы, он не может. Не может и очень сильно ревнует. И к успеху ревнует, и к людям ревнует, у кого-то еще и к детям ревнует. Это прям ужасно. Ну, скорее всего, он такой родился, да, может быть, ему в свое время там любви материнской не хватило. Может быть, мужчина в большой семье рос, да, когда там много детей, и он там прям борьба за ресурсы была, за любовь была борьба. Ну вот что-то есть, какая-то патология, какой-то минус у него присутствует. Это не на пустом месте. Он таким стал, он всегда таким был, просто с возрастом, по прошествии лет, это как будто бы все больше и больше развивается. Он, скорее всего, как бессонницей страдает, либо просыпается там среди ночи и начинает об этом думать о том, чего вы добились, чего он добился, как вы строите отношения с людьми, как он строит отношения с людьми, как вас любят, ценят, уважают, и как он, как пустое место выглядит. Ну вот сравнивает. Мне идет, что сравнивает, и мне идет, что ревнует. Это прям серьезно на самом деле. Если вы планируете дальше жить с этим человеком, строить будущее, то тут без помощи, мне кажется, специалиста уже сложно будет разобраться. Либо вам придется очень много времени посвящать разговорам с ним для того, чтобы выводить его из этого состояния ревности. Ну, можно. С этим можно справиться. Если есть желание, то можно с этим всем справиться. Просто тут еще проблема такая, что он навряд ли в открытую признается. Он может там в конфликте каком-то признаться. Но это есть. Ревность. Это именно ревность. Это не зависть, это ревность. Да, к успеху тоже можно ревновать. Так, еще... Что-то вы готовить умеете, в чем-то вы сильна. Может быть, вы в принципе идеально готовите. Может быть, какое-то коронное блюдо у вас есть. Здесь вот показываю женщину, она такая вот типа хозяюшка, да, она себя очень часто рекламирует, что я там мастерица, хозяйка, я и то, и сё, и пятое, и десятое. И у меня прям все там от души, от сердца, самое лучшее, самое вкусное. А вы вот что-то готовите, что она повторить не может.
И она потеряла покой, как с ума сходит, она постоянно это готовит, а у нее вкуса такого нет, да, либо не получается. Вот где-то вы ее затмили. Я не знаю, как назвать то чувство, которое она к вам испытывает. Тут какая-то смесь. С одной стороны, она понимает, что вы великолепны, что вы мастер, что вы творец, да, а с другой стороны, ей хочется быть лучше, да, либо хотя бы для начала догнать, а потом уже перегнать. Как будто бы вы ей на любимую мозоль наступили, либо на хвост ей наступили. То есть как так? Она такая идеальная хозяйка, а так как вы приготовить не может. Вспоминайте, подумайте, где был такой случай, что вас все хвалили, а эта женщина сидела с кислым лицом, а потом первая же требовала, чтобы вы дали ей рецепт. Вот, вы ей честно дали рецепт, а теперь она все время думает, что вы ее в чем-то обманули, чтобы она, вот, видите, не стала вам конкуренткой. Да, скорее всего, это конкуренция. Вот правильно пришла информация. Она считает, что вы ее конкурентка. Только непонятно, за что конкурентка. В приготовлении еды, в ведении хозяйства. Ну, серьезно, это прям смешно. Это прям смешно. Ну, видно, женщина живет такими категориями, у нее в жизни больше ничего такого нет, чем бы она могла там похвастаться, либо за что себе могла бы медальку повесить. Да, нет других достижений. То есть человек реализовался полностью вот там на кухне, допустим, да, в семье, в доме. Это неплохо, но с другой стороны, это уже какой-то фанатизм, извините. Вот считает, что вы конкурентки, что вы вот что-то такое сделали, теперь не признаетесь, что вы сделали, она повторить не может. И она теперь как худшая хозяйка или что-то в этом плане. Думает днями, ночами, на кухне там все время готовит, уже кучу продуктов извела, уже кучу денег потратила на это все, а никак не может повторить ваш вкус. Ну, что есть, то есть. Тут как какое-то блюдо мне идет, угощение, блюдо. Что-то вы такое готовите. Это ваша короночка, и вы прям с закрытыми глазами это готовите, и всегда вкусно. И всегда так, что ум отъешь, да, всегда вас хвалят именно вот за какое-то определенное блюдо. Может быть, вы не особо любите готовить, да, но вот знаете пару таких сильных блюд, и всегда вот их делаете. Ну вот, что есть, то есть, да, конкурентка у вас, скорее всего. Дальше. Здесь вот мужчину показывают, но здесь мужчина какой-то очень активный. У него очень активная интимная жизнь. Давайте скажем так, назовем вещи своими именами. Этот мужчина, он охотник, причем ну, такой знатный сердцеед. А женщин он коллекционирует. Да, коллекционирует, у него там все записано, он всех помнит. Он часто хвастается этим делом. Ну, бабник, да, про таких говорят бабник обычно. Вот, этому мужчине вы отказали. Причем, возможно, отказали несколько раз. Он и так, и сяк, и пятое, и десятое. А вы такая принципиально: нет, все, не буду, не подходи, да, а то сейчас чем-нибудь еще тебя огрею. Вот, этот мужчина, не могу сказать, что он из-за вас потерял покой, но вы для него как... Ну, крепость, да, крепость из льда, которую не смог покорить. Вы единственная за всю его жизнь, кого он не смог добиться. Вы единственная, кто вот категорически ему отказала, категорически его отвергла. Вспоминает он вас частенько и вспоминает вас как какую-то святую. Вот мне идет, что вы для него в его глазах святая. Святая тем, что вы на него, значит, не клюнули, что вы ну, себя соблюдаете, бережете, что вы крепкий орешек, ну вот женскую вашу добродетель, да, вот он вспоминает. Он, я не могу сказать, что он хвастается этим, нет, но он, когда там свои байки травит и говорит, что вот там все женщины, ему говорят, да, что все женщины, а он говорит: нет, вот есть одна, и начинает рассказывать про вас. Когда он начинает про вас рассказывать, у него прям глаза светятся. Он вас, девочки, уважает. Вы единственная женщина за всю его жизнь, которую он действительно уважает. Уважает, потому что вы ему отказали. Вот такой вот момент. Он даже, возможно, и маму свою не уважает, но вас он уважает. Вот, всегда вспоминает вас как орешек, об который он сломал все зубы.
Вот. Ну, что есть, то есть. Да, все мы разные, у каждого свои причуды. Вот. Но несмотря на то, что он бабник, несмотря на то, что он там много раз вас добивался, он все равно вас уважает за то, что вы ему отказали. Такой вот прям момент показан. Дальше. Ну вот здесь как родственник какой-то. Это может быть и брат, и сестра у кого-то. Тут то ли вас в пример ставят, то ли человек сам задумывается. Вот как так, да, вроде мы там родня, одна кровь. Почему вот она успешная, почему у нее все получается, почему по характеру сильная, а я нет. А я вот слабак, либо слабачка. Я не могу такого добиться, у меня не получается. Либо вы очень талантливая, а ваш родственник очень переживает, что он либо она не талантливый. Знаете, постоянно вот как сравнение идет. Сравнение. Это не у всех отыграется, но у кого-то точно отыграется. У вас плохие отношения с вашим родственником, либо с вашей родственницей. И, возможно, эти отношения такими вот прям с самого детства идут. С самого детства к вам вот какое-то такое злобное, да, я бы даже сказала, отношение, что вот вы лучше, а типа он либо она хуже. Ну, человек сравнивает, да, сравнивает все время вас с собой и, ну, либо себя с вами. И вот понять не может, как так, да, вот почему вам все досталось там по роду, допустим, а ему либо ей ничего. Вот, как-то так идет. Ну, это уже, знаете, патология, тут уже, наверное, проблемы психиатрического характера. И мне почему-то кажется, что этот родственник как младший, либо, может, старший, но ведет себя как младший. Вроде как самый такой разбалованный, залюбленный, но при этом, может быть, в этом причина, да, что слишком баловали, залюбили. Обычно маленьких, да, залюбливают. И поэтому просто не научился добиваться, не научился выстраивать стратегии, не научилась, допустим, быть сильной, независимой, да, самостоятельной. Может быть, поэтому в этом причина. Ну, человек же не хочет думать о себе плохо, да, ищет какие-то другие подвохи. Ну, что есть, то я вам, мои хорошие, и сказала. И, в общем, хочу вам добавить по этой отсыпке, что вы человек, который всегда в центре внимания находится. Вы очень многим не даете покоя, особенно если вы с кем-то вот знакомитесь, прям люди начинают о вас думать. Вы как какая-то необычная, вы как такой человек, да, с большой буквы. С вами так приятно взаимодействовать, так приятно общаться. Вы очень грамотная, очень теплая, позитивная, очень эмпатичная. Да? Вот люди, ну, буквально к вам тянутся. И про противоположный пол я вообще говорить не буду. Очень многим вы нравитесь. Очень многие мужчины прям западают на вас. Но вы такая недоступная, что это просто сводит с ума. Сильные мужчины начинают добиваться, а слабаки сами вот отпадают. Ну вот вы прям планочку задираете. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.